Здравствуйте, дорогие телезрители и радиослушатели. В прямом эфире программа «Якутск сегодня». Одновременно эфир идет и на телевидении НВК «Саха», а также на радио «Тетим Саха Раджета». Режиссеры Мария Новгородова и Николай Слепцов. У микрофона сегодня ведущая Елена Попова. Сегодня мы поговорим на тему, которая касается абсолютно всех, от школьников до пенсионеров, от домохозяек до крупных предпринимателей, и это тема финансовой грамотности. Что это, модное слово или вопрос национальной безопасности? И как государство помогает нам не заблудиться в мире кредитов, инвестиций и мошенничества? У нас сегодня в гостях человек, который стоял у истоков этой работы в нашей республике. Министр финансов с 2012 по 2024 год. Сегодня советник генерального директора акционерного общества «Алмазы» Анабара и главный эксперт регионального центра по финансовой грамотности Валерий Алексеевич Жандоров. Добрый день. Спасибо большое, Валерий Алексеевич, что вы нашли время для нашего эфира и готовы рассказать нам о той работе, которую вы проделали за это время. Добрый день, уважаемые телезрители, радиослушатели. Действительно, Республики Саха-Якутия, Министерство финансов начало работу с 2012 года. Тогда это называлась концепция повышения финансовой грамотности населения Российской Федерации. Она реализовалась Минфином Российской Федерации и Центральным банком России. Уже тогда для нас были основные мероприятия. Это как привлечь внимание всех, как вы правильно сказали, слоев населения к пониманию, что такое финансовая грамотность, и что это нужно действительно изучать основы, чтобы принимать взвешенные финансовые решения и сделать установки правильного финансового поведения. Основные мероприятия, они до сих пор сохраняются. Это мы придумали фестиваль «Семья. Инвестиции в будущее». В ней участвовали и банковские структуры, страховые компании, социальные учреждения, для того, чтобы рассказать гражданам. Мы собирали это буквально вот на площадке, в больших площадках, где участвовали все эти участники. Приглашали население ознакомиться с условиями предлагаемых финансовых услуг, пособий, строительства, жилья, ипотеки и так далее. И надо сказать, что этот фестиваль в конкурсах, российских конкурсах, тоже занял определенное место. Тогда проводились конкурсы лучших проектов, они сейчас проводятся, он был победителем. Еще одно мероприятие, которое традиционно у нас ежегодно проходит, это республиканская телевизионная олимпиада среди старшеклассников по финансам и экономике. Она тоже была, эта программа, победительницей в конкурсе, всероссийском конкурсе, как лучшее ивент-мероприятие для просвещения старшеклассников. То есть можно сказать, что вы прямо стояли у истоков работы по финансовой грамотности еще до появления стратегической политики Российской Федерации. Да. Дело в том, что стратегия сама появилась первый раз в 2017 году. Стратегия правительства Российской Федерации, и именно тогда были предложены уже и наш опыт, который вошел в развитие мероприятий. Мы обогатились методиками, которые были разработаны Федеральным центром. И эту работу возглавил научно-исследовательский финансовый институт Минфина России и также Центральный банк Российской Федерации. И уже с этого периода, но больше работы, конечно, началась и в 2017 году с Национальным банком, отделением Центрального банка у нас на территории республики. Вот два исполнителя: Минфин Республики Саха-Якутия и Национальный банк Республики Саха-Якутия вели эту работу. В 2024 году была принята стратегия правительства Российской Федерации до 2030 года. Какие цели ставились в этой новой стратегии? Перейти уже от финансового просвещения к формированию финансовой культуры у граждан Российской Федерации. То есть это амбициозная цель к 2030 году
овладели основными вот этими понятиями финансовой культуры, то есть это ценности, навыки и финансовые практики, которые на самом деле направлены на обеспечение благополучия каждого члена общества, что в целом, конечно, дает, как вы правильно сказали, результат безопасности социального здоровья всего общества, когда члены обладают финансовой культурой и разумным финансовым поведением. Вот чем отличается стратегическая программа, да, до 2024 года вы отметили, да, была одна программа, и следующая программа, и вообще у меня вопрос такой до этого. Почему государство обращает на это внимание? Ведь обычно говорят, что финансы – это личное дело каждого, и какое дело государства вот до финансовой грамотности населения? Да. Действительно, я тоже сейчас убежден, что финансово грамотный человек – это ответственный человек общества, а это уже социальная ответственность и, в общем-то, создает основу национальной безопасности государства. Если привести пример, помните такой пример, да, как научить человека плавать? Некоторые считают, можно просто его в реку бросить, и инстинкт самосохранения позволит ему выплыть, да, так сказать, работая, как вы говорите, личные финансы – это его финансы. На самом деле это не так. Необходимо, государство должно нести ответственность за предоставление простых и бесплатных способов доступа информации о основах финансовой операции. То, что называется финансовым. Вот почему уже с 2021 года, с 1 сентября, во всех образовательных школах был введен курс «Основы финансовой грамотности». Именно этого добивалась реализация с 2017 года. В 2021 году, с 1 сентября, уже ввели в школах. Затем был мониторинг, чтобы все школы 100% в республике у нас и в России проходили, подключаясь к так называемым онлайн-урокам финансовой грамотности, который подготовил Банк России. Тоже направление и реализовалось в среднеспециальных учебных заведениях. Затем мы начали в вузах проводить вот эти мероприятия просвещения основ финансовой грамотности. Для этого, вот стратегии, они сделаны на финансовую культуру, то есть уже формирование ценностей, установок и практических навыков, да, практики самого поведения, для того, чтобы обеспечить уже финансовое благополучие гражданина, осознанное поведение, которое семьи и общества в целом. Ну да, я согласна, что действительно финансовая грамотность – это основа устойчивости. И я так поняла, что первая программа, она больше предназначена на финансовое просвещение, то есть получение знаний. Да. Да? Каким образом вот эти знания давались? Они на сайте или учителя уже были готовы? Да, мы с 2020 года в развитии организовали Республиканский центр компетенции по финансовой грамотности на базе нашего финансово-экономического колледжа имени Фадеева. Для чего? Для того, чтобы как раз придать систематизацию организации мероприятий просвещения в различных направлениях. Как я сказал, это и образование в школах, но они же должны быть направлены на все слои населения, эти мероприятия. То есть кампания, обширная кампания для взрослого населения. Причем она разделяется для незащищенных социальных слоев населения, для субъектов малого и среднего предпринимательства разработанные мероприятия, для пенсионеров и в целом для общества. Это сохранение и развитие выделено опыта, использование различных каналов коммуникации, то есть и на телевидении, на радио, офлайн фестивали и так далее. Достаточно большие мероприятия. Действительно, охват очень большой. А как вот эта система вообще работает в республике? Есть какая-то структура, может быть, да, организации работы этой системы? Ну и вот для организации информационной деятельности и проведения мероприятий, кроме того, еще и образовательную деятельность необходимо же было подготовить людей, которые могли это доносить. В первую очередь упор был сделан на профессиональную подготовку, это почти как переподготовки, да, педагогических работников.
И за весь период межведомственный методический центр компетенции по финансовой грамотности среди общего и среднеспециального образования, который был образован Координационным центром, так, и он работает совместно с Российским методическим центром, прошли повышение квалификации, курсы повышения квалификации по финансовой грамотности 1450 педагогов по всей стране, чтобы они могли уже в школах вести вот эту программу по методичкам, по методикам, которые имеются. Да. Кроме того, был сделан и волонтерский центр, и уже подготовлено 146 волонтеров просвещения из разных областей, из разных общественных структур, коммерческих и так далее, образовательных органов власти и так далее, волонтеры. Это вот подготовка кадров в сфере финансовой грамотности. Да? Конечно, взаимодействие это с финансовыми организациями, взаимодействие с бизнесом нужно было наладить, так? Самим гражданским обществом и некоммерческими организациями, чтобы всех вовлечь в вот это вот финансовое просвещение финансовой грамотности. Ну, действительно, огромная команда была вовлечена, получается, и подготовка специальных кадров, да, для того, чтобы внести просветительскую работу, и волонтерское движение. Вообще, как можно понять, как эта работа эффективна? Есть ли какие-то индикаторы, которые позволяют понять, что все-таки работа по финансовой грамотности, она эффективна? Да, вы абсолютно правы. Любое мероприятие, любые деятельность, она, конечно, должна контролироваться. Это мониторинг достижения определенных результатов. Результат выражается в вопросе индекса финансовой грамотности населения. Мы не первые, кто проводит эту программу у себя в государстве, а есть определенная методика ОСР, да, Организация экономического сотрудничества и развития, методика проведения вот таких замеров по индексу финансовой грамотности населения, которые в почти 80 странах проводятся. Мы начали эти замеры, Национальное агентство финансовой информации российское начало проводить такие замеры в Российской Федерации с 2018 года. Мы тоже начали проводить с 2019 года эти замеры по этой методике. А есть какие-то вот определенные показатели, да. Какие-то можете поделиться? И вот индекс финансовой грамотности, он отражает оценку способности человека к разумному финансовому поведению. И он состоит из 3 индексов, так называемых. Да? Они понятны для нас. Первый – это знание. То есть насколько человек знает продукты, да, небольшую финансовую арифметику, как посчитать сложные проценты, простые проценты, так, по вкладам, по кредитам, и соотнесение риска и доходности. Это вот знания, которые одни из основных базовых, потом они могут расширяться, конечно. Второй индекс – это навыки. То есть умение человеков разбираться в финансовых продуктах, вкладах, займах, так, понимать такие основные финансовые понятия, как инфляция, и понятие риска и доходности. Частный индекс навыки, взвешенные финансовые решения с точки зрения планирования своих расходов и доходов, ведение семейного бюджета, нахождение каких-то решений при финансовых проблемах и пользование финансовыми услугами и продуктами, в том числе дистанционными. Это отобразует навыки человека. Так? Мы учимся этому и работаем, да, с организациями. И последний индекс 3 – это установки. На самом деле установки отражают настроение человека, установка на достижение долгосрочных финансовых целей своих. И, в общем-то, направлена на сколько человек ориентирован на сбережения и насколько он понимает баланс между тратами и сбережениями. Это вот установки, которые обеспечивают его будущее, так скажем. Уверенность в своем будущем, у него должны быть правильные финансовые установки. В основном, конечно, это направлено на сбережение, правильное сбережение. Понятно. Правильно ли я поняла, что это вы, вот этот критерий путем опроса определяется? Да, путем опроса. Методика опроса утверждена Организацией экономического сотрудничества и развития, ОСР, так называемая, которая применяется в европейских странах, в азиатских странах и в России. И
интересно, вот, ну, если по 2024 году сказать, что индекс финансовой грамотности за эти годы он постепенно увеличивается. Он сам состоит от так называемый 21 балл из трех этих индексов. Да? Ну, по итогам 2024 года, например, уровень финансовой грамотности в республике составляет 13,85 балла. Может, это что-то не говорит, но это средний балл. Он чуть выше среднероссийского, на уровне среднероссийского там балла. При этом из него мы сразу видим, кто с низким уровнем у нас. Да? С низким уровнем финансовой грамотности у нас составляет 20%. Средний уровень финансовой грамотности – это 49%, неплохой результат. И с уровнем высокой грамотности – 30%. То есть 80% людей у нас все-таки в зоне сейчас, по итогам 2024 года. А вот в 2021 году соотношение было другое. С уровнем низкой было 28%. Сейчас уже уменьшилось до 20%. Да? Может быть, кому-то непонятно, но это очень важно. Если, например, у нас сейчас почти 50% в среднем диапазоне, в 2021 году это было 46%. Ну и с высоким уровнем у нас было 25% в 2022 году, в 2024 году уже 30%. Это мы считаем все-таки итоги вот, общего просвещения в стране и деятельности у нас, конечно, на территории. Очень интересная статистика, но для того, чтобы рассказать о финансовой грамотности, да, каким образом вы доносите, у нас республика большая, каким образом вы доносите информацию до всех слоев населения? Да, вот в этом смысле мы проводим работу и, во-первых, с федеральным центром. Федеральный центр проводит такие мероприятия, как Всероссийская просветительская эстафета «Мои финансы», да, масштабный проект, и мы полностью популяризируем Координационный центр по финансовой грамотности по всем каналам участия. Это включает в себя цикл информационно-просветительских мероприятий по разным слоям населения, да, и по разным темам. Проводятся мероприятия, как Всероссийская неделя сбережения, Всероссийский конкурс профессионального мастерства среди педагогов, так, Всероссийский чемпионат по финансовой грамотности среди пенсионеров, Всероссийский налоговый диктант, Всероссийский онлайн-зачет по финансовой грамотности, Всероссийский конкурс эссе рубля. Это вот федеральные, да? И мы проводим по всем каналам, в сети интернет, в Телеграм, ВКонтакте, на телевидении, на радио, в печати. В целом надо сказать, что мы проводим и свои республиканские конкурсы. Это, вот я уже говорил, фестиваль «Семья. Инвестиции в будущее». У нас есть еще и для детей. Это приключения мамонтенка Филя, который вот как раз посвящен финансовой грамотности для детей. У нас были победителями всероссийских конкурсов такое мероприятие, как «Финансовый экспресс». А это уже выезды в муниципальное образование, марафон по по муниципальному образованию с участием приглашения экспертов и так далее. Это очень достаточно эффективно, на всероссийском уровне тоже вошли как одно из лучших мероприятий, лучших практик среди субъектов российской Действительно, достаточно. Федерации, да. Надо сказать, что если в 2021 году охват мероприятий вот этим центром составил 52 тысячи населения, то по итогам 2024 года это уже 450 тысяч граждан, охваченные как онлайн формате, так и офлайн формате этими мероприятиями. Вот. На самом деле это почти еженедельно происходит мероприятие. Вот на прошлой неделе закончился итог чемпионата среди пенсионеров, где были вручены в том числе и награды нашим участникам. Вот. На самом деле по всем каналам мы стараемся это проводить, и участие расширяется. В каждом муниципальном образовании есть ответственный специалист по финансовому просвещению. Кроме того, опорными сейчас пунктами для этого мы выбрали библиотеки. Как районные библиотеки, так и школьные библиотеки, которые являются опорными центрами. Ну, замечательная работа, и я вижу, что есть уже результаты, да, у нас республика входит в топ-12 столиц финансовой культуры России, есть победители Всероссийского семейного фестиваля сбережения инвестиций.
Семья Павлов из Якутии заняла, насколько я знаю, почетное 7-е место среди семей всей страны. Но да, это сейчас... я извиняюсь, это в 2025 году среди 29 семей, которые финалисты. Сейчас у нас небольшая рекламная пауза в эфире, и после вернемся в студию. В эфире «Якутск сегодня». Горизонты развития, городские проблемы, горожане и гости столицы. Итак, мы возвращаемся к эфиру. Дорогие телезрители и радиослушатели, вы можете подключиться к нашему прямому эфиру по телефону 32 00 66, также 32 11 66. Валерий Алексеевич, давайте мы вернулись и сразу перейдем к самой болезненной теме, к теме мошенничества, которая сейчас очень актуальна. И хотелось бы спросить, какой масштаб действительно сейчас, какая статистика у нас по республике по мошенничеству? Да, к сожалению, вот это дистанционное мошенничество, так называемое киберпреступление, да, которое называется по информационно-телекоммуникационным каналам, имеет место и в Российской Федерации, и, конечно, в Республике Саха-Якутия. По итогам 2024 года мошенничество было, ущерб нанесли нашим гражданам на сумму 1 миллиард 200 миллионов рублей. Это колоссальная цифра. Конечно же, в этом направлении ведется работа и Министерства финансов Республики, Национального банка, отделения Центрального банка на территории Республики, совместно с Министерством внутренних дел Республики Саха-Якутия. В этом году активно подключилась прокуратура Республики Саха-Якутия в просветительскую тему просвещения и выявления этих нарушений, так, преступлений, вернее. По итогам прошлого года Координационный совет при правительстве Республики Саха-Якутия принял план мероприятий по работе в этой сфере по снижению киберпреступлений. Он включает в себя, конечно же, комплекс информационно-просветительских мероприятий, затем информирование, консультационные мероприятия по профилактике финансовых правонарушений, информирование, размещение в местах скопления граждан, и, наверное, многие замечали уже в торговых центрах, в переходах и так далее, эти материалы, так. Очень активно работает у нас Министерство внутренних дел в этом направлении, размещая материалы и в наших соцсетях, таких как Telegram, канал ВКонтакте. Кроме того, организовали работу и на предприятиях, проводятся лекции силами сотрудников МВД, банковских работников, для того, чтобы предупредить вот эти угрозы кибермошенничества. Но, к сожалению, масштабы довольно серьезные. Да, цифра действительно пугающая. А кто находится в зоне риска, да, и где это в основном происходит? По данным статистики, кто обращался по этим вопросам, в основном это граждане, находящие в зоне от 30 до 49 лет. На самом деле все слои подвержены, к сожалению, и предприниматели, и образованные граждане, и работающие и так далее. Посмотрите, 30-49 лет – это основной занятое население. В основном это 49% это работники по найму, затем группа пенсионеров, вот пенсионеры, кстати говоря, с 60 и выше. Так? Вот, почему-то диапазон 40 до 50 там меньше зато. Может быть, опыт жизненный показывает на самом деле. Вот. Затем идут молодежь, студенты, да, неработающие. Меньше всего подвержены, кстати говоря, предприниматели, это всего 4% или 2%. То есть сама сфера работы, видимо, позволяет им относиться к всему с настороженностью, так? Вот, с предупреждением. Вот. В основном, вот, вне зависимости при этом, к сожалению, от уровня образования, все дело в том, что люди попадают даже те, кто и слышал об этих предупреждениях. К сожалению, этот вид мошенничества связан с достаточно серьезным воздействием психологическим. Так называемое нейролингвистическое программирование воздействует, да, на человека в первые минуты,
достаточно серьезная. Над этим работали специалисты и так далее. Первое, на что указывают сотрудники МВД, это вызвать у человека сильные эмоции, паники, либо страха. Вы знаете, звонки от представителей правоохранительных органов, служб безопасности банка о том, что хотят снять с его счета деньги, оформить кредитное имя. Это связано с нарушением закона. Начинают запугивать о том, что вы никому не должны говорить. Человек в этой ситуации подвергается сильному эмоциональному психологическому воздействию. И многие потом осознаются и признаются, что в течение следующих периодов они не осознавали свое нелогичное поведение. Что они снимали деньги, брали кредиты, переводили через банкоматы на чьи-то счета. Поэтому профилактика направлена на то, чтобы они никогда никому не говорили, никому третьим лицам свои личные данные, банковские карты и так далее. Как только возникает вопрос о деньгах личных его, либо передаче каких-то данных, необходимо прерывать разговор по телефону. Как правило, это по телефону. Но есть и дистанционное мошенничество среди интернет. Когда присылают рассылки, нельзя заходить на ссылки, которые незнакомые вам. Это тоже угроза к тому, что они могут попасть в ваш телефон, в ваш компьютер и доступ. Вот как на системном уровне можно переломить этот на системном уровне, да. То есть задействованы почти все ресурсы, так, и листовки, и проведение собраний. Но на самом деле это должна быть постоянная, повторная, как другая социальная реклама. Ну, например, помните, как это курение вред, да, курение вред всегда это идет. Здесь тоже должна быть такая же системная работа. Вот мне больше всего нравятся ролики. Вот, например, мы запустили в Якутии, сделали несколько роликов, так. Вот, и на русском языке, и на якутском языке. Их надо регулярно крутить. Это во-первых, да. И вот мне больше всего нравятся ролики, самый совет, который я всегда даю, да, бросайте трубку без разговоров. Вот. Вступая в разговор, вы вступаете в зону риска. На вас могут воздействовать. Есть люди же внушаемые. Вот. Поэтому я считаю, что самый действенный совет – это не брать трубку с незнакомых номеров, а если взяли и вдруг пошла речь о том, что кто-то вам звонит из какой-то организации по поводу и просит у вас какие-то ваши личные персонали, тут же прерывать разговор. Да, я согласна с вами, я сама волонтер по финансовой грамотности и понимаю, что повторять вот эти данные о том, каким образом действовать относительно мошенников, оно действительно действенно. Да. Люди же все-таки все знают, как будто бы, да, но все равно попадаются на вот эти Поэтому звонки. Считаю самым действенным, вот мое личное мнение, да, не брать трубку с незнакомых номеров, а если вдруг взяли нечаянно, и вдруг пошло разговор о каких-то данных, и надо тут же бросать, как в ролике Центрального банка, бросайте трубку без разговоров. То есть я могу сказать, что это ваши советы в относительно вот мошенничества. Да. Ну, в этом году, кстати, статистика 8 месяцев показывает, по данным МВД, 555 миллионов. Так? Угу. Это чуть ниже, чем по 8 месяцам прошлого года. Там было 670 миллионов, по-моему. Может, это какие-то надежды дают, что все-таки наше воздействие дает результаты. Но на самом деле, я считаю, действенным это не брать трубки с незнакомых номеров телефонов и прерывать разговор. Ну, Валерий... Кроме того, конечно, знайте о том, что ваши персональные данные, тем более банковские карточки, номера, коды, никому нельзя давать. И еще один совет. Нельзя проводить финансовые операции под инструкцией незнакомых вам людей. Как можно под диктовку незнакомых людей проводить финансовые операции? Ну, это вообще невозможно. Но чтобы этого не совершить, лучше не слушать их. Спасибо, Валерий Алексеевич. А вот вы главный финансист нашей республики. Что вы можете дать совет телезрителю по управлению личными финансами? По управлению личными финансами, безусловно, мы каждый день мы решаем финансовый вопрос. Согласна. Что нам купить и так далее, и так далее. Мы каждый день в уме прокручиваем эти операции. Конечно же, найти надо в себе силы вести доходы-расходы. По опросам, в той или иной мере, учет своих финансов ведут порядка 69%. Это высокий. Но единственное, из них 40%, там вопрос такой, в уме ведут.
Да. Записывают в какую-нибудь тетрадку всего лишь 17%. А кто-то использует специальное приложение, там, мобильное или там, на компьютере, всего лишь 8%. Но то, что люди стараются контролировать финансы, это 75% по опросам контролировать, это уже большое достижение. Контролировать свои финансы, личные финансы, это всегда достигать баланса своих доходов и расходов. Всегда помнить об этом и, исходя из этого, выстраивать свое поведение на последующий длительный период. Первое. Второе. Обязательно нужно делать сбережения, подушку безопасности. По опросу, на вопрос, если вы решите основной источник доходов, насколько вам хватит прожить? Оказалось, около 20%, около 30% могут только месяц, не более. Хотя считается, подушка безопасности должна обеспечить вам 3 месяца, если вы потеряли основной источник дохода, пока вы ее найдете. 30% это 3 месяца могут выдержать, и всего лишь 30% полгода. И причем это стабильно, вот это вот 1/3. Конечно, нужно повышать вот эту культуру откладывания денег. Деньги откладывают по 3 принципам. Да? Сперва надо отложить, сколько-то, помните, там 10%, потом потратить. Второй способ, я немножко потрачу, а остаток отложу. Еще раз отложить. Нет, это имеется в виду два варианта. Нужно стремиться к первому варианту. То есть сперва отложить 10%, а потом оставшимся тратить. Да, согласна с вами. То есть сначала отложи и только потом уже используй, а если не хватит... Да, то есть формировать всегда подушку безопасности. Ну, а там уже какие инструменты? Вклады короткие, среднесрочные, длинные, их тоже надо раскладывать в первую очередь. Замечательный совет, но... 10% это стандарт. Есть еще у меня один вопрос. Что объединяет государственные финансы и личную вовлеченность? Давайте с вами поговорим про инициативное бюджетирование. Да, вот инициативное бюджетирование очень интересный проект. На самом деле инициативное бюджетирование, как это называется? Это вовлечение граждан в принятие решений, куда будут потрачены средства бюджета, местного бюджета у них в муниципальном образовании, в наследии. На данный момент с 2017 года у нас было реализовано почти 3000 этих проектов. А что это, какой эффект? Граждане сами выбирают, какой проект. То ли это летний водопровод, то ли это сквер, то ли это уличное освещение, то ли это дорога и так далее. То есть человек путем голосования. Угу. Вот это инициативный бюджет. А какая часть там участия денег человека и государства? Да, из государства сейчас направляется субсидия. Вот за последние годы мы потратили почти 6,9 миллиарда, и из них 4,6 миллиарда, 4,8 миллиарда это из госбюджета. Вся часть это привлеченные средства местных бюджетов, граждан и спонсоров, так называемых участников местного предпринимательства. Эффект заключается в том, что на этапе так называемых обсуждения проблематики выбора проектов на самом первом собрании в 2025 году, например, участвовало почти 400 тысяч граждан. Что это? Это абсолютное большинство экономически занятых граждан. Мы же понимаем, что там не участвуют дети, да, из нашего миллиона населения и так далее. Для них важен выбор, что они сами выбирают, что им произвести в этом году, в следующем году на территории. И когда уже выбраны проекты, идет защита инициативных групп, и на заключительном собрании, когда, допустим, 2 или 3 проекта между собой соревнуются, уже участвует 130 тысяч граждан, почти 13%, которые уже дают эффективность. Проект, реализуемый по инициативному бюджетированию, он полностью защищен. Во-первых, выделены средства из государственного бюджета, из местного бюджета, граждане сложились. И самое важное, что он от начала до конца полностью подконтролен комитету, общественному комитету, который они признают его собственным проектом. Вот что важно. На самом деле инициативный платеж граждан составляет где-то 300-400 рублей. Но он для них становится своим. Отношение к нему совсем другое. Они контролируют, чтобы органы местного управления вовремя провели закупки, вовремя погасили, ввели с работы регулярно. У них на глазах это происходит. Например, на что это может идти, вот это финансирование? Какие есть примеры? Типология проектов очень большая. Начиная от водоснабжения, теплоснабжения,
освещение самые такие были распространенные, потом обустройство, самое большое обустройство вначале было спортивные площадки, детские площадки в самом большом периоде, да, обустройство мест отдыха, парки, скверы обустраивали для себя граждане, тротуары, даже проведение тротуаров, так, вот эти основные были мероприятия и так далее. Обустройство мест захоронения. Это вопросы местного значения, которые направляются из средств местного бюджета, но их приоритет образовали граждане. Это является вовлечением и в то же время повышение бюджетной грамотности. Они понимают, какой бюджет у них. И ответственности, эффект, да, наверное, да. Понимают, какой бюджет. Они начинают, из чего состоит проект, какие проводятся закупки, закупочные процедуры по ФЗ, да, как проводятся работы. Полностью весь процесс перед глазами, они в нем участвуют, они понимают, что такое местный бюджет, куда идут их налоги, условно говоря. Они сами решают. И в конце концов это возникает самый важный эффект, я считаю, это доверие граждан к органам власти. То есть органы местного управления совместно с органами государственной власти выделяют деньги туда, куда сказали граждане, приоритетно для них, для их повышения их инфраструктуры и качества жизни в целом, на что, в принципе, направлено усилия власти. Собственно, да, финансы должны обеспечивать жизнь людей. Да. И вот по итогам инициативного бюджетирования наши проекты, наши граждане регулярно почти во все годы являются победителями во всевозможных номинациях всероссийского конкурса среди субъектов Российской Федерации. Больше всего мне запомнился проект, один из первых, в 2018 году, установка общественных установок в 2017 году в селе Майя. То есть создание нормальных автобусных остановок. Да. И при этом этот проект получил тоже победитель, один из лучших практик. То есть туда и вообще говоря, по инициативному бюджетированию Республика Саха-Якутия уже в 2018 году получила диплом от специального участия, Special Mention называется, в международном конкурсе, в котором участвовало 65 стран. Россия впервые участвовала, представив Республику Саха-Якутия. И республика вошла в пятерку из этих 65 стран, удостоенных диплома лучшей практики вовлечения граждан. У нас граждане голосовали, приходили на голосование, там, допустим, в Чорапче, в Амге, в Мае, от 1500 до 1900 человек. То есть, несмотря на то, что мы находимся так далеко, мы участвуем со своими инициативами в международных. Да, и вот как раз участие населения, как раз такое заинтересованное, я считаю, что это вполне в традициях нашего народа. Валерий Алексеевич, ну что, наш эфир подходит к концу. Скажите последнее наставление нашим телезрителям и радиослушателям. Вот как говорили, учиться или не учиться – это волеизъявление каждого, но быть финансово грамотным гражданином – это залог успеха вашей семьи, вашего личного счастья и залог успеха всего общества. Ну что ж, Валерий Алексеевич, спасибо большое вам за вашу беседу, очень информативная беседа у нас произошла, и было очень большой честью принимать в гостях такого человека. Спасибо всем большое. Встретимся.